Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующие 3 часа с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные события сегодняшнего дня. Для начала предлагаю подключить к нашему эфиру журналиста Романа Спиридонова из Ньюзрума. Он готов рассказать о новостях, которые готовят вечерние выпуски «Zaman». Рома, приветствую, мы слушаем тебя. Привет, Гульсум. Сегодня в наших выпусках мы будем говорить о таких темах. Оккупанты нагрянули с обыском к активисту крымско-татарского движения и бывшему фигуранту так называемого дела Виджея Кашка Казиму Аметову. В апреле прошлого года оккупанты незаконно приговорили его к условному сроку по сфабрикованному делу о так называемом вымогательстве. А сегодня в 7 утра силовики пришли к нему домой в селе Грушевка, что в Судакском регионе. Обыск длился час. У всех членов семьи на время обыска изъяли мобильные телефоны. Все это время возле дома Казима Аметова дежурил микроавтобус с силовиками, а на въезде в село стояла машина Росгвардии. Оккупанты заявили, что обыск связан с его сыном Гулливером, который, по словам отца, находится на заработках на материке, а оккупанты подозревают его в участии в добровольческом батальоне имени Намана Челебиджихана. Адвокаты Казима Аметова предполагают, что эта акция устрашения связана с тем, что Аметов подал иск против службы исполнения наказаний за нечеловеческие условия содержания в СИЗО Симферополя во время уголовного преследования по сфабрикованному делу Виджея Кашка. Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополь и Национальная полиция РК уже открыли уголовное производство по факту незаконного обыска. А вот сам Гулливер Аметов в Крыму не проживает уже несколько лет. А организатор батальона, вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов отметил, что Аметов состоит в гражданском, не военизированном объединении «Аскер», в которое был переформатирован батальон после того, как его не удалось официально зарегистрировать в Министерстве обороны Украины. Свидетель обвинения отказался от своих показаний, данных во время следствия. Это еще одна новость уже о другом деле. В оккупационном суде Армянска продолжили рассмотрение так называемого дела против национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева. Там в режиме видеоконференции заслушали показания свидетелей обвинения российских пограничников, которые находились на админгранице Крыма с Херсонской областью в мае 2014 года. Именно тогда, когда Мустафа Джемилев пытался попасть домой из Херсонской области. Вот один из них по фамилии Князев сообщил, что в тот момент, когда к российскому КП подошли встречающие национального лидера крымских татар, по приказу начальства тот покинул место службы и находился на расстоянии от КПП примерно метров 300-500, и Мустафу Джемилева не видел. Оказалось, что во время так называемого следствия этот же человек говорил обратно, и в итоге в так называемом суде огласили его показания, данные во время следствия. Он от них открестился, сказал, что он не помнит, чтобы такого говорил, и попросил считать действительными, достоверными показания, которые он огласил сегодня в суде. На границе с оккупированным Крымом, на админгранице возле Чонгара, активисты запустили в небо украинский флаг. Они выстроились в шеренгу возле пункта пропуска Чонгар, как я уже сказал, на админгранице с оккупированным Крымом. При помощи воздушных шаров запустили в небо огромное сине-желтое знамя. Сильный ветер сразу же унес его в сторону полуострова. А участники уверены, что он облетит весь Крым и напомнит всем, чей полуостров на самом деле, и о том, что он обязательно вернется в состав Украины. Получила продолжение еще одна история, связанная с календарем, который издало религиозное объединение мусульман Польши. Напомню, они опубликовали календарь, в котором крымские мечети были обозначены как принадлежащие России. Так вот, посольство Украины в Польше направило ноту польскому МИД из-за надписи «Россия» рядом с изображением этих крымских мечетей в календаре на 2021 год. После публичного резонанса в религиозном объединении надпись «Россия» удалили в электронной версии календаря. Там сообщили, что это была редакционная ошибка, но украинскую сторону не устроило, что там не появилась надпись о территориальной принадлежности этих мечетей к Украине. Украинские дипломаты потребовали исправить и эту ошибку. Ну вот такие новости, о которых мы будем сегодня говорить. Это новости вкратце в наших выпусках на украинском языке в 19:00 и в 21:00 на крымско-татарском языке.
Чухсагул Роман. Это был наш журналист Роман Спиридонов. Прямо из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски новостей. Ну а мы работаем в прямом эфире и обсудим вышеупомянутые новости. Вы можете также присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Нам важен ваш голос. Действительно, сегодня, как и отметил журналист Роман, утром 4 декабря в доме 63-летнего крымско-татарского активиста, экс-политического заключенного Казима Аметова оккупанты провели обыск. Казим Аметов с нами сейчас на прямой связи. Казим ага, салям алейкум. Алейкум салям. Казим ага, расскажите, как утром прошел обыск в вашем доме. Поделитесь подробностями. Сегодня утром я спал в 7 часов. Жена рано встает и дитя в школу готовит. И ворвались сегодня домой, и жене говорит: где хозяин? Он говорит: спит. Прям туфлями зашли ко мне: вставай. Ну, я встал, оделся и начал мне читать это постановление. Ваш сын находится в батальоне. Я говорю, у меня сын, говорю, на заработки. Там, говорю, на заработок поехал. И он мне разговаривали, потом начал обыск. Все вещи перевернули, выкинули все. Начали, где его, говорит, вещи? Я говорю, его вещи нет. Где он спит? Где его вещи? Я говорю, вот его рубашку я одеваю, это туфли одеваю. Больше вещей его нету. И так они, видя обшмонались, пошли в сарай ковырялись. Что они искали, я так и не понял. После этого они обратно пришли сюда. И я за ними ходил, чтобы не подкинули. И дочку испугали. Дочка потом пошла в школу. Вот жена сейчас лежит, уже давление поднялся, жена уже лежит. Вот с такими этим угрозами пришли, начали угрожать. И вот так получилась эта проблема. А вы сказали, угрожали? А чем угрожали? Ну они говорят: успокойся, как барон сидишь, что ты так сидишь? Они с автоматами. А они, как обычно, со своими понятыми пришли? Да, я у понятых спрашиваю: а вы откуда? Понятой говорит: я, говорит, с Симферополя. А когда меня они написали протокол, в протоколе указано, это город Судак. Два человека понятые, это с Судака. А понятые сами сказали мне, я их в лицо знаю вот так. Он говорит: я, говорит, с Симферополя. Так и они мне точно не сказали. Казим ага, как вы расцениваете эти действия оккупационных властей? Это просто запугать народ. Ну, мы уже не боимся, нас нечего пугать. Просто они пришли, человека пугать это у них, конечно, не получится, это им минус дает. А связываете ли вы вот эти действия оккупационных властей с вашим иском на службу исполнительного наказания? Ну, конечно. Я думаю, например, вот мы иск подали, за это они хотят нас припугнуть. И за это вот это... Потому что к ним это связано. Что говорят адвокаты и что вы планируете теперь с этим делать? Ну, сегодня у нас адвокаты были. Адвокаты говорят, это у них игра такая, они хотят запугать народ. Ну, я в дальнейшем еще буду бегать еще. Я их еще под суд подам. Çok sağ olunuz Казим ага, sağ olunuz. Я с адвокатом подбеседую, потом подумаем.
Çok sağ olunuz Kazim ağa bizlere bağlanğanınız için. Allah razı olsun. Allah sağlıklar versin Gülsüm. Allah kuvvet versin sizlere. Джумлемзге Тешекурлер Казимаметов, экс-политический заключенный, был с нами на прямой связи. У него сегодня дома оккупанты провели обыск. С нами сейчас на прямой связи политолог Игорь Рейтерович. Пан Игорь, витаю вас. Вітаю. Ну, вы слышали сейчас нашу беседу с экс-политическим заключенным. Мы видим, как в Крыму оккупационные власти продолжают репрессии в отношении крымских татар, в отношении инакомыслящих граждан Украины. Что думаете, что мы можем с этим делать? Что может делать сегодня украинская власть для того, чтобы защищать права своих граждан на территории оккупированного полуострова? Ну, в первую очередь мы про это говорим, и это на самом деле очень важно, потому что когда про эти истории все-таки хоть что-то известно, люди какую-то и помощь ощущают, и поддержку, и что про них не забывают. Украина старается, и тут надо отдать должное нашему Министерству иностранных дел, постоянно поднимать эти вопросы на различных международных площадках. Ну, в первую очередь обращаюсь к нашим западным союзникам, да, о том, что репрессии продолжаются, и, в принципе, Организация Объединенных Наций и другие организации должны обязательно на это обращать внимание. С одной стороны, усиливать как давление санкционное и другое на Российскую Федерацию, ну и требовать освобождения этих людей, в идеале, конечно, возвращения их на родину, там, прекращения каких-либо политических репрессий и так далее. Хотя ну, мы понимаем, что этого не будет. Россия, мы уже неоднократно подобные темы с вами обсуждали, да, в эфирах, Россия останавливаться не собирается. Для них это просто смысл всей государственной политики. Если они не могут каким-то образом договориться с людьми, они начинают просто этих людей морально, физически очень часто как бы уничтожать, давить на них и не принимать вообще какую-либо другую точку зрения. Ну а что касается каких-то новых, возможно, механизмов, ну, есть определенная надежда на ту же платформу, много достаточно разговоров сейчас по этому поводу ведется. И я бы все-таки с осторожным оптимизмом отметил, что тема, скажем, Крыма оккупированного, да, она постепенно начинает возвращаться в международную повестку дня, в повестку дня для Украины, в принципе, внешнеполитическим вопросам. Но будем надеяться, что это оккупирование и эта интенсивность, они не уменьшатся, а только будут увеличиваться. Ну, скорее всего, уже после Нового года, и там после окончательного решения по выборам президентских в Соединенных Штатах Америки. Но пока осторожный оптимизм присутствует. Будем надеяться, что он будет подкреплен какими-то реальными шагами и действиями. Вот относительно крымской платформы министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в рамках 27-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ провел отдельное мероприятие «Международный ответ на оккупацию Крыма. Следующие шаги», в рамках которой рассказал об инициативе платформы по Крыму и определил приоритеты. Давайте послушаем его. По-перше, безпека, включаючи свободу мореплавання. По-друге, забезпечення ефективності санкційних обмежень проти держави-окупанта. По-третє, захист прав людини і міжнародного гуманітарного права. По-четверте, захист освітніх, культурних, релігійних прав. По-п'яте, подолання негативного впливу тимчасової окупації Криму на економіку і навколишнє середовище. Что скажете по приоритетам, как они будут реализованы? То есть как мы можем на это все влиять? Какие механизмы, возможно, будут разработаны в рамках этой платформы по этим Ну, вопросам? по приоритетам, я думаю, что особо вопросов тут не должно возникнуть. Там даже отдельно в конце отмечена, например, та же экологическая там проблема, да, которая по состоянию на сегодня есть в Крыму. И по этой проблеме на Российскую Федерацию тоже можно дополнительно давить, скажем так, да, и призывать ее там к ответу за все те действия, которые они совершают на территории оккупированного Крыма. Но самый главный вопрос, и правильно абсолютно отметили, это вопрос в инструментах и механизмах. Каким образом это все будет реализовываться? К сожалению, пока ответа на этот вопрос у нас нет, только какие-то общие наметки. Я так понимаю, что это будут встречи, международные встречи, создание каких-то, скорее всего, дополнительных там, рабочих групп, межведомственных, межгосударственных каких-то комиссий, возможно, создание института каких-то уполномоченных от тех или других стран, которые будут заниматься этими вопросами. Ну а по факту все должно сводиться к усилению давления на Российскую Федерацию с использованием широкого инструментария международного, да, которые ну, по факту должны привести к деоккупации Крыма. Ну, как минимум, минимальная задача, мне кажется, это прекращение репрессий и все-таки
давление на тех людей, которые высказывают точку зрения, которая отлична от точки зрения официальных российских властей. Насколько мне известно, в конце февраля, в начале марта мы должны получить более подробную информацию, то есть уже с детальными какими-то механизмами, инструментами, которые будут в этой платформе. Плюс я абсолютно не исключаю, что, скорее всего, кто-то будет отдельно назначен со стороны Украины. Ну, как у нас, например, Кравчук там в тристоронней контактной группе, да, он возглавляет украинскую делегацию. Скорее всего, будет какой-то отдельно от Украины. Ну и это правильно на самом деле. Это не какая-то дополнительная бюрократия. Я не рассматриваю это таким образом. Понятно, что и президент, и министр иностранных дел будут в этом участие принимать, и премьер-министр, скорее всего, и профильное министерство, да, там тоже к этому будет иметь отношение, но какая-то отдельная фигура, отдельная должность, которая должна быть создана. Причем, ну, в идеале, по моему, конечно, мнению, оно глубоко субъективно, это должен быть тот, кто прекрасно знает проблемы Крыма, сам с Крыма. Если это будет, например, крымский татарин, это будет вообще прекрасно. Да, поскольку это должен быть человек, который понимает, что надо делать, и у него будет это болеть, и он как бы не даст эту тему заговорить, заболтать и превратить в какое-то, знаете, Вне всяких сомнений. Также в Верховной Раде Украины создали межфракционное объединение «Крымская платформа». Такое же название имеет инициатива украинской власти по созданию международной площадки по деоккупации украинского полуострова. О создании объединения «Крымская платформа» вчера сообщил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков и один из сопредседателей этой платформы Ахтем Чийгоз с нами сейчас на прямой связи, народный депутат Украины, фракция «Европейская солидарность». Ахтем Ага, салям алейкум. Алейкум салям. Ахтем Ага, расскажите нам подробности о межфракционном объединении «Крымская платформа». Что будет входить в ее функции? Как много уже народных депутатов согласились присоединиться к ней? Ну, представительство есть практически со всех фракций. Ну, я имею в виду проукраинских фракций. То есть помимо основная ОПЗЖ? цель, ну, помимо ОПЗЖ, да. Основная цель задействовать такой сильный механизм, как группы дружбы, и чтобы парламент наш принимал активное участие в этих процессах, которые сегодня сконцентрированы только в офисе президента Украины. И, на мой взгляд, есть такой небольшой дисбаланс во внешней политике и внутренней, что недопустимо. С одной стороны, мы настаиваем на санкциях, настаиваем на том, что Крым — Украина, а в то же время тут у нас внутри державы принимаются такие решения, которые, конечно, не остаются незамеченными нашими международными партнерами. Я имею в виду те процессы, которые касаются, то есть по нескольким направлениям. Например, мы требуем от наших международных партнеров введения санкций против злочинцев. С другого боку, у нас здесь выпускают и отменяют решения судов по таким подлецам, как Гануш. Или история с Татаровым чего стоит, да? То есть, если государство внутри старается, власть этого государства старается нивелировать все завоевания независимости, символы независимости, свободы, преследуют волонтеров, преследуют атошников. И с другой стороны, международным партнерам хотят представить, что у нас здесь вот мы так вот готовы биться за наши территории. Ну, это как минимум вот такая вот непоследовательность, да. И поэтому, и вот я вашего предыдущего там слышал выступления участника дискуссии, и репрессии, чтобы усиливать репрессии за то, что там, вернее, наказание за те репрессии, которые чинят против наших граждан, которые сопротивляются оккупации, то здесь внутри нужно добиваться того, чтобы такие, как Сидорян, Гануш, получали заслуженное, суровое наказание за то, что способствовали оккупации Крыма. А как вы это реализовать? Как вы это видите? Как вы видите свою работу? Вот практические шаги какие будут осуществляться?
Вот в том С вашей плане, стороны. что мы всегда реагируем, мы до создания этой платформы реагировали на вот эти вот непонятные заезды туристов, артистов, на непоследовательность в санкционном режиме. И сейчас одно из таких направлений, естественно, это наши политзаключенные, потому что мы не знаем, вернее, списки подаются в одну инстанцию, переговоры ведутся в другой инстанции, причем мы не знаем, нету прозорости вот этих перемовин, да, по таким ключевым вопросам. И в стороне оставаться, так мы посчитали, что это снизит или, скажем так, не даст полноценно влиять на процессы, связанные с Крымом. И мы уже, как вы знаете, у нас в этом вопросе взял, скажем так, на себя активную роль коллега наш и соотечественник Рустем Умеров. И он уже ведет переговоры и с Немеччиной, и с Туреччиной. То есть я хочу сказать, что в нашей державе, парламентско-президентской республике, да, роль парламента должна быть, как минимум, не на вторых ролях. Саголнас, дуже дякую вам. Ахтем Чийгоз, народный депутат Украины, фракция «Европейская солидарность», был с нами на прямом зв'язку. А сейчас к нам присоединяется сопредседатель этого межфракционного объединения «Крымская платформа» Рустем Умеров, народный депутат фракции «Голос». Рустем ага, салям алейкум. Алейкум салям. Рустем ага, для начала у меня такой вопрос. Почему решили назвать это межфракционное объединение «Крымская платформа», ведь уже есть такое название «Крымской платформы» у инициативы власти. Не будет ли это как-то перекликаться? На самом деле были несколько предложений у народных депутатов. Высказали, давайте назовем это «Крымцы Украина», «Украина це Крым». Были несколько других названий, предложений, но со своей стороны я высказал, что лучше у нас получится, если мы объединим усилия, и название будет одинаковое. Если даже власть будет называть, нам самый главный вопрос — сфокусировать Крым в повестке дня внутренней политики и внешней политики. А то, что она будет повторяться, это будет усиливать, наоборот, усиливать этот вопрос как здесь, внутри страны, так и за рубежом. Соответственно, название было дискуссионным, но я считаю, что Крым наш общий, и он должен объединять людей. Ведете ли вы уже переговоры с представителями тех или иных парламентов стран, которые готовы присоединяться и помогать Украине в вопросе восстановления территориальной целостности, в частности, возвращения Крыма в Украину? Предварительно я использовал инструменты через группы дружбы с европейскими партнерами, с Турцией и также с Соединенными Штатами и Канадой. Однако для встреч необходимо усилить контентную, содержательную составляющую. Так как вопрос государственной стратегии деоккупации и реинтеграции еще не был презентован, скажем, или для нас является до сих пор недоступным, хотя, как вы знаете, на всех фронтах его обсуждают, но так я до сих пор его и не видел. Хотелось бы его в данный момент получить, потому что когда ты ездишь и стараешься адвокацировать по теме Крыма, то хотелось бы предложить партнерам общую стратегию нашего государства. То есть проблем с коллегами нет, со всеми я в контакте, ввиду того, что парламентское измерение для меня доступно, все открыты к кооперации, но по содержательной составляющей еще хотелось бы немножечко проработать. А когда, как вы думаете, мы сможем увидеть стратегию по деоккупации? В Министерстве иностранных дел Украины говорили о том, что она есть, но это часть, которой является государственной тайной. Но я так понимаю, что все-таки публичную часть документа все же должны представить.
Я не знаю, что является у нас тайной. За 7 лет уже это стало явью, что у нас этого документа до сих пор нет. А если даже есть, его нужно обязательно представить в том формате, который можно представить публичности. Согласен с тем, что и закрытая часть есть, ее можно оставить для, скажем, тех, у кого есть доступ к гостайне, но в любом случае, как человек, который имеет доступ к гостайне, я в данный момент его тоже не видел. Надеюсь, в ближайший месяц это мой фокус, чтобы встретиться и с Советом нацбезопасности и обороны, и также встретиться с Мининтеграцией и обсудить этот вопрос, потому что в любом случае, как народный депутат, если не представят, буду требовать. А что еще будет входить в функции вашей крымской платформы? Вот инициированная недавно межведомственный координационный центр по вопросам освобождения политических заключенных, он будет входить в эту крымскую платформу или она будет действовать, работать отдельно? Нет, то это отдельный трек, то, наверное, платформа или центр по фокусу за политзаключенными, за тем, чтобы мы знали, как формируются списки, мы знали, кто ведет переговоры, когда будут выпускать, чтобы был единый центр для координации всех вопросов, связанных с политзаключенными. А вот Крымская платформа, как межфракционное объединение, как вы знаете, есть 4 измерения. Это уровень руководства стран, уровень правительств. И вот так как мы парламентская президентская республика, уровень, который я возглавляю вместе с иными коллегами по парламенту, это уже парламентский трек. Соответственно, в парламентском треке одна из перспективных идей — это создать межпарламентскую ассамблею, в рамках которой мы будем содействовать, общаться или взаимодействовать с парламентариями иностранных государств и проводить адвокацию по деоккупации Крыма. Также в задание нашей крымской платформы входит усиление противодействия военной агрессии России против Украины, против милитаризации Крыма и Азово-Черноморского бассейна в целом, защиту наших граждан на временно оккупированной территории Крым и дальше продолжать адвокацию по международным организациям, таких как ОБСЕ, НАТО, Совет Европы, Организация исламского сотрудничества и так далее. На какие итоги вы рассчитываете по проделанной работе в рамках этой платформы? В первую очередь для меня очень важно в внутренней политике, чтобы мы приняли триаду законов. Ввиду того, что в данный момент эта триада законов находится на рассмотрении в офисе президента, то, видимо, если в ближайшее время мы встретимся с президентом, у нас будет в повестке дня вопрос: или это подает президент, или фракция президента может нас поддержать, но технически подадим эти законопроекты мы как народные депутаты. То есть для этого в любом случае нужна адвокация в парламенте, потому что нужны голоса. И для всех фракций мы можем использовать наше межфракционное объединение «Крымская платформа», куда вошли практически все фракции в парламенте. И здесь это цель номер 1. Скажем, вот для этого результат может быть это принятие закона о коренных народах и закона о статусе крымско-татарского народа. Вопрос по третьему закону, изменение Конституции, часть 10, можно будет обсудить, но это как во второй уже части. Самое главное, то, что мы можем в данный момент принять, это вот эти 2 законопроекта. И третий уже до конца года, до конца следующего политического года, я имею в виду где-то до мая месяца. Çok sağ olun, Рустем Бей. Рустем Умеров, народный депутат Украины, фракция «Голос», был с нами на прямой связи. Тешекурлер. Ну а тем временем на полях 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джипар открыла виртуальное тематическое мероприятие, которое называется «Милитаризация Крыма. Угроза глобальной безопасности». Об этом сообщает пресс-служба нашего внешнеполитического ведомства. Давайте послушаем, о чем там идет речь.
Вона зазначила дестабілізацію Росією міжнародних верифікаційних і контрольних режимів, а також позначила проблему мілітаризації освіти та незаконного призиву місцевого населення до лав російських збройних сил. Перший заступник міністра наголосила на важливості посилення міжнародних зусиль з протидії російській агресії проти України. В тому числі запросила іноземних партнерів приєднатися до формату Кримської платформи. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Также к нам присоединяется политический обозреватель Игорь Рейтерович. Пане Игорь, чуете? Так, чую. Да. Давайте поговорим про милитаризацию полуострова. Пане Андрею, мы видим, как Россия продолжает милитаризацию оккупированного Крыма, продолжает незаконные свои военные учения на территории Крыма и Черного моря. Что это, вот по-вашему, что это означает? Насколько это все серьезно? Насколько серьезно сегодня милитаризирован оккупированный Крым? И чем это может грозить материковой части Украины? Ну, перш за все, треба розуміти, що Кримський півостров в першу чергу для Російської Федерації має важливе геостратегічне значення. І така ситуація вже склалася останні 250 років, коли, значить, там був в місті Севастополь була побудована головна база Чорноморського флоту Росії. Кримський півостров – це генератор військової сили для її проекції поза межі регіону Чорноморського. Тобто це Східне Середземномор'я, це Північна Африка і це Ближній Схід. Зараз головне завдання Російської Федерації значить, забезпечити конкуренцію Північно-Атлантичному альянсу по її впливу от якраз в Чорному морі, в Середземному морі, на Північній Африці, на Ближньому Сході. Дуже важливо, що така ситуація, опять же, була в Радянському Союзі. В 92-му році з розпадом Радянського Союзу багато цих військових спроможностей були заморожені, потім вони були втрачені. Але на початку 2000-х Росія почала відбудовувати ці спроможності. Перш за все, хочу зупинитися, це військово-морська база в Сирії, Тартус. Всім відома. Вона працювала весь цей час. 2 роки тому назад була підписана угода з урядом Сирійської Арабської Республіки про оренду цієї бази на 49 років Російської Федерації з можливістю базуватися там 11 надводним кораблям, включає кораблі, які мають атомні енергетичні установки. І зараз практично всю діяльність на Сирії, яку веде Російська Федерація, вона веде завдяки цій базі Тартус. Крім того, вона веде контроль східної частини Середземного моря, де також діють надводні кораблі НАТО. Друга країна, яка приділяє зараз увагу, це Судан. Вона знаходиться вже в Червоному морі, але вона має дуже важливе значення і практично завдяки тому, що Росія планує там відкрити свою базу, кораблі будуть направлятися туди якраз з Кримського півострову, це ще більше продовжить її такі геостратегичную проекцию. Ну, в ответ на вот эту оккупационную политику недавно мы слышали заявление генсека НАТО Янса Столтенберга, который сказал, что Североатлантический альянс увеличивает свое присутствие в Черном море. Пане Игорь, в чем это будет проявляться? Каким образом будет осуществляться это усиление, как думаете? Ну, пока мы имеем только заявление, да, но я так понимаю, что, вот я вспоминал ранее, все ждут окончания все-таки президентских выборов в Соединенных Штатах, потому что отношение США вообще к НАТО может существенно измениться. Трамп, он был больше, знаете, сторонником минимального какого-то вмешательства, там, расширения сферы влияния и, что самое важное, защиты своих союзников. У Байдена, в принципе, другие приоритеты, поэтому если он официально будет признан победителем, я думаю, что изменения будут. В первую очередь это будет касаться каких-то совместных учений. Скорее всего, это реализация каких-то новых программ,
военного, технического, ну и другого, как бы, так, скажем так, сотрудничества, да. Ну и плюс, наверное, какие-то дополнительные действия сдерживающего характера, которые в первую очередь будут направлены против Российской Федерации. То есть если Россия проводит какие-то свои учения, строит какие-то свои новые базы, то есть симметричные ответы, они в обязательном порядке должны присутствовать. Я не исключаю, что в ближайшее время мы это будем замечать, поскольку последний минимум пару лет Россия очень уверенно себя чувствует, вообще не обращает внимания как бы на существование НАТО в определенном, скажем, там, регионе. Ну а после оккупации Крыма они получили для себя дополнительный плацдарм, который стараются очень активно использовать. Ну и понятно, это не идет во благо Украины, это не идет во благо Крыма, и что самое важное, это не идет во благо вообще мировой стабильности. Да? То есть превращение его в такой своеобразный там авианосец, там, да, ну, оно явно же не про мир. Это подготовка к войне, причем войне достаточно такого агрессивного характера. Поэтому я думаю, что еще какое-то время пройдет, и мы более детально эту стратегию увидим. Я очень надеюсь, что Украине там будет отведена особая роль, и мы получим дополнительную поддержку, как финансовую, так и военную, со стороны определенных стран, которые являются членами НАТО. Пане Андрею, правильно ли понимаю, если говорить об усилении Североатлантического альянса в Черном море, то стоит все-таки ожидать, что там будут суда Черноморского бассейна из стран НАТО, потому что для прохода в Черное море судов, к примеру, Британии и США, все же нужно согласие Турции по конвенции Монтрё, или нет? Ну так, дійсно так, це комбінований такий спосіб. Перш за все, останні 3 роки спостерігається збільшення кількості часу перебування в Чорному морі кораблів НАТО. І в першу чергу це стосується Сполучених Штатів Америки. Останні роки збільшує чисельність перебування кораблів Великої Британії. А також постійно перебувають регулярно перебувають в Чорному морі кораблі постійно діючих з'єднань НАТО. Це ударна і протимінних дій. Дійсно, для того, щоб якось з врахуванням вимог Конвенції Монтрё загального тонажа і максимального перебування в Чорному морі не більше 21 дня для кораблів Нечорноморського регіону, до цих з'єднань підключаються кораблі Румунії, Болгарії і Туреччини, які є чорноморськими країнами. Але наскільки ми знаємо, що Румунія і Болгарія зараз знаходяться, їх військово-морські сили на стадії розвитку, і тому багато у них спроможності немає. Тим не менш, інші країни також регулярно заходять, не чорноморські країни НАТО, для того, щоб демонстрації сили, для проведення спільних навчань і так далі. Какой-то месседж подает России? Меседж, це називається військово-морська присутність. Це показує спроможність Альянсу здійснювати такі операції військово-морські, як Sea Control, Sea Denial, і Power Projection. Тобто, фактично, Північно-Атлантичний альянс набуває спроможності у взаємодії зі своїми партнерами проводити певні операції на Чорному морі. І це регулярно робиться щорічно протягом кількості навчань, які проводяться на Чорному морі і на його узбережжі. В Україні, Болгарії, в Румунії, в Грузії. І кількість цих навчань, вона щороку зростає, і вони становляться внутрішньо скоординованими, набувають синергії такого практичного результату. И, пан Андрей, вот такой еще вопрос вам хотела задать. Как следующий шаг в сотрудничестве с Альянсом в следующем году мы уже можем получить ПДЧ? Слухайте, це питання таке дуже політичне, я не можу на нього відповісти, тому що там багато параметрів. Я можу сказати, я служив в НАТО з 6 по 10 рік, я займався питаннями бойової підготовки, в тому числі і наших кораблів військово-морських сил, підрозділів морської піхоти. Я можу сказати, що на тактичному рівні підрозділи військово-морських сил Збройних сил України, вони мають досить нормальну підготовку, яка дозволяє їм співпрацювати з країнами Альянсу. На рівні оперативному, на рівні стратегічному треба ще багато чого робити. Це питання, вони дуже скоро не вирішуються. Але, опять же, питання надання ПДЧ – це
переважно питання політичне. Я не являюсь експертом цієї галузі. В військових питаннях я можу сказати, що існує така дуже велика епохальна зміна у порівнянні того, з чого ми починали з 94-го року, коли були перші навчання натівські. Я брав в них участь на борту корабля «Славутич». І то, що зараз проходить в військово-морських силах, навіть незважаючи на те, що був окупований Крим, втрачено 75% флоту, і то, що зараз ми знаходимося, фактично ведеться неоголошена війна на сході України, де ми щодня маємо велику кількість наших військовослужбовців, які виконують бойові завдання, в тому числі військово-морські сили. Це питання до політиків. Зрозуміло. Дякую. І там дуже багато складових, і вони не військові, які можуть вплинути на це рішення. Вони мають і економічний, і політичний, і легальний характер. Дякую дуже, пане Андрію. Андрій Риженко був з нами на прямому зв'язку, капітан першого рангу запасу ВМС України. Пане Игорь, с политической точки зрения, какова вероятность того, что в следующем году мы получим хотя бы ПДЧ, и какие страны могут этому препятствовать? Давайте начнем с последнего. В первую очередь этому препятствовать Венгрия. Это Венгрия, безусловно, да, поскольку эта страна постоянно делает какие-то заявления о том, что всячески будет блокировать путь Украины, скажем, в НАТО, да. Но если мы не берем страны НАТО или там страны Европейского Союза, давайте не будем забывать о той же Российской Федерации, да, которая может пойти на массу каких-то провокаций глобального такого уровня, чтобы максимально отвратить, скажем так, западные страны, которые являются членами НАТО, вообще от идеи давать ПДЧ, например, скажем, Украине. Что касается вероятности, я соглашусь с уважаемым экспертом, что вот с военной точки зрения, думаю, Украина абсолютно к этому готова. Мы за последние 5 лет прошли очень большой путь, который существенно реформировал нашу армию. Чисто с политической точки зрения, я думаю, что большинство всех необходимых условий Украины и также давно выполнены. Но тут очень важна непосредственно политическая воля. Если эта политическая воля будет у президента, у Верховной Рады и у Кабинета министров, тогда ситуация может достаточно просто решиться. Я пока, к сожалению, например, в Верховной Раде не вижу такой политической воли. То есть там есть определенные фракции, которые либо категорически против этого будут выступать и идти на любые, скажем так, действия, чтобы это отвратить максимально, да, либо есть фракции, которые занимают достаточно, знаете, такую усредненную позицию, ни вашим, ни нашим, да, они всячески избегают вообще упоминания НАТО, необходимости продолжать с НАТО, скажем так, сотрудничество, но при этом признают, что да, это наш какой-то там приоритет, но приоритет отдаленный. Давайте пока решать другие какие-то вопросы. Но я все-таки надеюсь, что 2021 год в этом плане станет годом прорыва, поскольку у нас и большинство граждан Украины выступают за это, являются сторонниками, да, вступления Украины в НАТО. И это действительно очень важный шаг, который нам Алло. позволит получить какие-то, знаете... Алло, пане Игоре. Так, я чую. Да, прерывается, к сожалению, связь. Вот вы сказали, какие-то другие вопросы решать. Вот давайте поговорим про другие вопросы тогда. По Донбассу, к примеру. Уже 9 декабря наближается, уже год с момента, как Зеленский, президент Украины, говорила о том, что дает год для завершения войны. Но, как мы видим, каких-то продвижений в этом процессе до сих пор нет. Чего ждать после 9 декабря? Увидим ли мы какой-то план «Б»? Если да, то в чем он будет заключаться? Мне кажется, что мы просто должны увидеть этот план «Б», поскольку вся риторика офиса президента и президента были направлены на то, что если у нас не получится, мы обязательно предоставим какой-то второй вариант. Поэтому я не исключаю, что этот план будет представлен. Основные контуры мы где-то уже слышали, про них говорили. Это, по сути, такое замораживание конфликта, возможно, актуализация вопроса опять связанного с миротворцами. Хотя я не исключаю, что дата будет несколько смещена и, возможно, назначат какой-то новый дедлайн, который будет привязан, во-первых, к обмену пленными, хотя вероятность этого сейчас невысока, но тем не менее про это говорят. И второй важный момент, все-таки финальную точку в этом годе, да, который себе отвел президент Зеленский,
будет ставить все-таки, скорее всего, не он, а в том числе и те страны, ну, наши партнеры, Германия, Франция, то есть все-таки будут прикладывать, вернее, какие-то усилия к тому, чтобы организовать встречу этой нормандской четверки. И вот на этой встрече уже понять, движемся ли мы дальше, либо пытаемся как-то реанимировать этот минский формат и все-таки принять какие-то решения в границах вот этой трехсторонней контактной группы. Ну вот по нормандскому формату после недавнего заседания Совета Безопасности ООН Украине удалось привлечь в свою поддержку большое количество стран, а Россия взамен перешла к диалогу с представителями ЛНР и ДНР. Проведение до конца текущего года нового саммита в нормандском формате остается единственной возможностью для России предотвратить международную изоляцию и выполнить взятые на себя все обязательства, говорится в последнем заявлении украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске. Давайте вместе послушаем это заявление и продолжим. Від спроб лавіювання у відповідь на сильні та міжнародно визнані кроки України щодо реалізації всього комплексу домовленостей у нормандському форматі, керівництво Російської Федерації перейшло до відвертого шантажу міжнародної спільноти та насамперед Франції та Німеччини, намагаючись дискредитувати їх роль як активних та послідовних учасників нормандського формату. Україні вдалося примножити та зміцнити на свою підтримку широку міжнародну коаліцію, а Російська Федерація натомість перейшла до діалогу зі своїми проксі-силами. В офисе президента сейчас всерьез рассматривают вопрос возможного проведения саммита 4 лидеров в нормандском формате до конца этого года. Это реально? Ну, определенная реальность, конечно, в этом существует. И смотрите, офис президента не может не рассматривать другой какой-то вариант. Почему? Потому что Украина, активизировалась за последние несколько месяцев, по крайней мере, в информационном плане. Я думаю, что мы не уступаем уже Российской Федерации. Это важно на самом деле. Поэтому такие инициативы Украина должна выдвигать по одной очень простой причине. Если Россия их будет отбрасывать и блокировать, а она именно этим сейчас занимается, тогда понятно, кто несет ответственность за то, что у нас ничего не меняется в формате трехсторонней контактной группы. То есть чисто имиджево и чисто дипломатически это абсолютно правильная позиция. Она, конечно, не способствует активизации каких-то переговоров, но опять-таки это не наша проблема. Украина предложила свой вариант, Украина предложила регулярные какие-то встречи. Россия заняла очень понятную для нее позицию, но она абсолютно неприемлемая как для Украины, так и для наших партнеров, что она как бы ни при чем, а там есть так называемые ДНР, ЛНР, вот общайтесь с ними. Да? Мы этого, соответственно, не делаем, поэтому продолжение вот такой игры, оно есть сейчас, но эта игра пока складывается, по крайней мере, в контексте сохранения, продолжения санкций и усиления этих санкций по отношению к России в пользу Украины. Какой будет ситуация к концу года? Я, кстати, абсолютно не исключаю, что в последний момент Россия согласится на этот саммит в виде большого одолжения, да, постарается на этом саммите выставить Украину недоговороспособным партнером, которая не выполнила какие-то свои обязательства, но очень сложно это будет сделать по одной простой причине. Потому что я думаю, что закон про особый статус он будет оперативно продлен, а касательно полного и всеохопливающего, да, как говорят, перемирия, Украина старается его придерживаться, в то время как Россия регулярно нарушает. А что получается, мы играемся в процесс и ждем, пока Россия ослабнет, после чего деоккупируем свои территории? В определенной мере сейчас идет игра в процесс. Да, безусловно, это так. И мне кажется, чем быстрее это признает в том числе и офис президента, тем будет лучше. Но опять-таки, это происходит не по нашей вине. Мы это делали и год назад, и 2 года назад, но не потому, что мы там не хотим развития решения ситуации, да, потому что есть принципиальные вещи, которые, от которых мы не можем отойти. Касательно деоккупации территории, проведения выборов и так далее. Какие-то разумные компромиссы, они возможны, но по состоянию на сегодня Россия не идет даже на эти разумные компромиссы. Давайте подключим к нашей дискуссии Ярослава Гончара, підполковника запасу аеророзвідки ЗСУ. Пане Ярославе, вітаю вас. Добрый вечер. Как думаете, что может сдвинуть сегодня Минский процесс в рамках трехсторонней контактной группы с мертвой точки? Я не вважаю себе експертом з політичних питань, тому мені складно відповісти так достеменно експертно, що могло би вплинути на мінський процес, бо це швидше питання до МЗС. В цілому міг би сказати, що як би там не було, мінський процес – це
певна переговорна процедура, і коли ведеш переговори з позицій впевненості і сили, то, звичайно, добиватися результативних заключних якихось фінальних атрибутів цього переговорного процесу зазвичай краще. Так, історія. А вы как думаете, вообще можно ли в рамках какого-то переговорного процесса договориться со страной-агрессором, в данном случае с Россией, в каких-то вопросах? Я перепрошую, про що домовитись? О каких-то компромиссах и урегулировании войны на Востоке? Ну, можна домовитись будь-про що. Я можу вам назвати зараз умови, які там задовільнили би мене, і я впевнений, що і решту українців. Це повернення територій, компенсації, вибачення і всі війни колись закінчуються. Якщо Путін стане на коліна і принесе вибачення від імені російського народу, ну, розумієте, то, звісно, да, переговорний процес може вінчатися таким задовільним результатом. Так или иначе, вот в переговорном процессе, который сейчас ведется, принимается ряд решений, вот в том числе последнее, которое, вот, о котором говорят в офисе президента, активно об этом это обсуждают, да, это перемирие, так называемое перемирие на востоке Украины. Вот расскажите нам, как военный человек, действительно ли вот это перемирие, о котором говорит президент Зеленский, окружение, вот оно состоялось и оно есть на Востоке? Досить умовно, розумієте, треба бути занадто наївною людиною, щоб вважати, що десятки тисяч озброєних людей, що знаходяться на ділянці території 450 кілометрів, одне напроти одного, можуть там сидіти і нічого не робити. Звичайно, таке перемир'я – це достатньо умовна річ. Так, на якісь короткі проміжки можна досягати перемир'я, але війна не закінчується перемир'ям, розумієте? Війна закінчується поразкою чи перемогою. Ось два варіанти. І перемир'я можна розглядати лише як засіб для досягнення якоїсь стратегічної мети. Якщо наш головнокомандувач зараз робить ставку на те, що він досягне прийнятних для нації умов шляхом ведення дипломатичної роботи, переговорної, як законно обраний президент, він має на це право. Але з військової точки зору, я вам скажу, що перемир'я саме по собі з війною має мало спільного. Дякую дуже, пане Ярославе. Ярослав Гончар був з нами на прямому зв'язку, підполковник запасу аеророзвідки ЗСУ. Дуже дякую. Чохсав у нас. Пане Игоре, вот недавно от Леонида Кравчука мы услышали такое заявление. Он сказал, что решение вопроса по обмену пленными зависит исключительно от России. Предлагаю послушать его цитату. Якщо ОРДЛО та російська сторона не проявлять відповідної волі, рішень та бажань, я думаю, що це нереально. Обмін ставиться під загрозу. Ми звернулися до ОРДЛО і Росії з проханням вжити кроків, щоб вирішити це питання. Если все замыкается на России, все вопросы блокирует Россия. Как быть? Вот есть ли какой-то вот действительно какая-то панацея выхода из этой ситуации? Вот в чем может заключаться вот этот план Б, о котором говорили? Как можно разрешить эту ситуацию, если действительно все замыкается на решении РФ? Я скажу даже больше, все замыкается не столько на решении России, сколько на решении очень малой группы людей. Во главе с Путиным. Понятно, что он не единолично принимает какие-то решения, но этих людей не больше десятка. Они всю эту ситуацию создали, они начали эту агрессивную войну, они оккупировали территории, и теперь они решают, что с этим делать дальше. Что касается, что делать и как это решать, понимаете, в контексте, например, обмена пленными, для России это исключительно инструмент определенного давления на Украину. То есть, когда им выгодно, они это
обмен делают, когда им невыгодно, они его не делают. Да? Причем максимально получая с каждого такого обмена, вот последние, которые были, да, Украина вынуждена была пойти на определенные уступки, отдать тех людей, которых мы при никаких других бы обстоятельствах просто бы не отдали, да, потому что они бы в этот обменный фонд, извините за такое слово, не попали. Да, ситуация по большому счету является тупиковой. Конечно, искать выход с этого тупика должен в первую очередь президент, вот глава нашей там трехсторонней контактной группы. Но мне кажется, что именно публикация, реальная публикация и реальное озвучивание вот этого плана «Б» может ситуацию в определенной мере переломать и изменить. Потому что Россия тогда поймет, что Украина не будет вечно играть в эту игру «тяни, толкай». Да? В конце концов, у нас есть один пример такого, знаете, конфликта, где тоже занималась решением этого конфликта Минская группа, я имею в виду между Арменией и Азербайджаном. Да? И чем это все закончилось, прекрасно недавно видели. Азербайджану просто надоело ждать, когда это все решится дипломатическим путем, и он это сделал путем военным. Понятно, что у нас ситуация несколько другая, но если мы покажем внятную альтернативу, не хотите сейчас возвращать территории, значит, мы заморозим этот конфликт, признаем эти территории там, временно оккупированными такими, что мы не можем их вернуть сейчас, да, и будем разговаривать с вами совсем другим языком. Развивать экономику, развивать армию, но мы не будем с вами вести бессмысленные переговоры, которые ни к чему не приводят. И на каждую провокацию будем отвечать соответствующим образом, да, не говорить о том, что у нас перемирие. Развивать армию, готовить правильную информационную повестку можно и на уровне проведения там каких-то переговорных процессов. Одно ведь другому не мешает. Смотрите, одно другому не мешает, я абсолютно согласен, но здесь очень важный момент один есть, да. То есть мы признаем, что в обозримом будущем мы не можем эти территории вернуть дипломатическим путем, и мы сворачиваем любую дипломатию. Для России на самом деле это очень проблемный такой момент, потому что Россия как раз заинтересована в бесконечных переговорах, да, в бесконечных каких-то минимальных обстрелах. То есть для нее Донбасс — это, знаете, такая рана кровоточащая, из-за которой Украина не может принять какое-то решение, куда там дальше двигаться, что делать, на чем сосредоточиться и так далее. Поэтому план «Б» может заставить, в принципе, реальный план «Б», серьезно озвученный, то есть не просто, знаете, как какой-то проект, который где-то будет там фигурировать, может заставить Россию более ответственно, мне кажется, относиться к своим обязательствам, которые у нее есть в формате вот этой трехсторонней контактной группы, возможно, начать выполнять какие-то пункты Минского плана и идти на какие-то там более там дополнительные глубокие переговоры. Но опять-таки все зависит от того, когда этот план будет озвучен и что конкретно в этом плане будет. Вот смотрите, вариант с Крымской платформой, который вы вспоминали, сейчас вызывает в России огромное раздражение и даже огромную злость. Это при том, что она еще не заработала. Почему? Потому что они понимают, что это какой-то новый шаг со стороны Украины, новая какая-то идея, они себя неуютно в этой идее чувствуют, потому что они не знают, как себя вести. Соответственно, нужно предлагать подобные кейсы, как там модно говорить в офисе президента, и на востоке Украины. Я надеюсь, что они все-таки в ближайшее время будут озвучены, и, возможно, тогда ситуация немного изменится и переформатирует. Будем следить за новостями. Я предлагаю перейти к следующей не менее важной теме, к основному финансовому документу нашей страны. Речь идет о бюджете на 2021 год. Консультации по законопроекту о государственном бюджете на следующий год продолжаются, однако существенных изменений в нем не будет. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев по итогам заседания фракции монобольшинства. Вот что он сказал. У нас багато питань до проєкту бюджету, але це те, з чим ми змушені змиритися, якщо ми хочемо жити в реальному фінансовому світі, а не жити ілюзіями. Народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк с нами сейчас на прямой связи. Пани Ольга, витаю вас. Витаю вас. Вам нравится проект бюджета на 2021 год? Проект бюджета не может нравиться или не нравиться. Мы должны принимать данности и реалии, в которых мы живем. Вы довольны доработанным вариантом этого бюджета? Или бы вы все-таки что-то в нем изменили? Если да, то что? Я бы подошла концептуально к проекту бюджета на 2021 год и закончила бы аудит тех статей, которые есть сейчас в проекте бюджета. Не все из этих статей нуждаются в финансировании, не все из них есть эффективны. Очень часто там остаются из года в год, уже 28 лет переходящие в наследство лоббистские статьи,
какие-то парки, еще там что-то, финансирование каких-то конкретных домов культуры и быта и так далее. То есть есть вещи, которые мы не можем себе позволить, есть вещи неэффективные, которые не выполняются. Например, на 100 миллиардов гривен выделено было средств на около 24-25 статей бюджета, которые даже не освоены. То есть деньги выделены, а распорядители этих денег не нашли в себе силы их освоить. То есть, во-первых, я считаю, что за это должна быть уголовная ответственность, потому что это халатное обращение с государственными средствами. Во-вторых, я считаю, что нужно пересмотреть те статьи, которые не нуждаются в финансировании или не есть приоритетными. Это какие? Поэтому мы должны... Есть вещи, которые мы можем профинансировать как-нибудь в другой раз. Например, ко второму чтению появилась статья на 40 миллионов отремонтировать украинский дом. Я считаю, что это не приоритет на сегодня. В условиях пандемии украинский дом не работает, выставки не проходят. И в ремонте на 40 миллионов он не нуждается. Лучше за эти деньги купить 100 кислородных концентраторов. А вот действительно, а почему на медицину? Вот Степанов уже несколько недель говорит о том, что он не голосовал за этот бюджет в правительстве, говорит о том, что сократили деньги на Министерство здравоохранения. Почему так произошло на этот раз? Почти что наполовину. На самом деле, да, министр Степанов видит, что Министерство здравоохранения и все здравоохранение должно финансироваться на 300 миллиардов. Финансируется оно сейчас чуть больше, чем на 160 миллиардов в проекте. Там действительно не заложено повышение существенное зарплат для медиков. Но тут вопрос еще в другом, что мы можем заложить все, что угодно. Важно, во-первых, это выполнить, и, во-вторых, это освоить. Потому что сейчас, например, на балансе Министерства здравоохранения и на балансе ряда больниц Украины, Северодонецкой, Одесской, Днепровской больницы, очень много таких больниц, около 10 миллиардов гривен неосвоенных средств. То есть люди их под себя взяли, а освоить не могут. Закупить кислородные концентраторы не могут, закупить ИВЛ не могут, дать медикам повышенную зарплату не могут, потому что нет договоров с НСЗУ. Где-то не хватает анестезиологов, где-то еще чего-то не хватает, где-то неправильно господарюючий суб'єкт себе поводить. Тому тут така ситуація, знаєте, дві сторони має. З одної сторони, ми не можемо нормально розпорядитися тими коштами, які є, з іншого боку, і коштів особливо недостатньо. Але коштів ніколи не буде достатньо. Дефіцит різних успішних країн, він захмарний. Але нам, і в нас дефіцит сьогодні захмарний. Але треба хазяйновито підійти до розпорядження бюджетними коштами. На жаль, того не відбувається. Ваш коллега говорит о том, что вот сейчас идут переговоры, консультации по законопроекту о госбюджете на 2021 год. Вот к его принятию будут ли какие-то существенные изменения? Вы же сейчас работаете в этом направлении? Саме так, я подавала теж ряд правок. Частина була врахована, частина ні, але є рамка, за яку ми не можемо вийти. Тобто, звісно, депутатам хочеться що? Більше видатків для своїх виборців, на округи. Але більше дозволеного ми вибрати не можемо. Тому Кабінет міністрів повернув в Верховну Раду, бюджетний комітет, бюджет з певними рамками, за які не можна вийти. Тобто, якщо народний депутат пропонує якісь видатки, він повинен написати і запропонувати, за рахунок чого ці видатки будуть здійснюватися. Тому, коли народний депутат тільки пропонує розширювати і збільшувати дефіцит, замість того, щоб конструктивно підходити до дебет з кредитом, щоб звівся, то це призводить до того, що ми ще збільшуємо свій дефіцит, і це є неконструктивна співпраця з урядом. А чим будемо перекривати дефіцит? Что касается дефицита, тут есть разные инструменты, не все из них мне нравятся. Это, скорее всего, будут выпускать ОВГЗ, будут выдавать деньги через рефинансирование государственных банков, вливать в какие-то большие проекты вроде дорог, как это сейчас происходит. Я бы на месте министра финансов собирала бы вещи в чемодан и ехала бы по
по разным странам и разговаривала бы с нашими кредиторами и просила бы их о реструктуризации. Вместо этого министр финансов занимается тем, что выдает распоряжение покрывать наши долги наперед. То есть частично мы свой госдолг закрыли за 2021 и за 2022 год, вместо того, чтобы влить эти деньги в украинскую экономику. Эмиссия денег как вариант. Наш национальный банк и его глава, как я вижу, по его риторике не будет вдаваться к таким мерам. И я думаю, что сейчас это правильно, не нужно, это приведет к инфляции, к удорожанию всего. У людей и так большие долги за коммуналку и очень много других проблем. Сейчас вылечиться от коронавируса стоит как 10 минимальных пенсий, и это дорогостоящая вся история. Поэтому Национальный банк держит свою независимость, держит строй, и комиссии, прямой эмиссии к включению станка печатного, они, насколько мне известно, не будут вдаваться. Спасибо большое. Дуже дякую. Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат України, фракція «Слуга народу», була з нами на прямому зв'язку. Пане Ігоре, що думаєте? Ну, смотрите, здесь много всего было очень сказано, где взять деньги, что вообще делать. Бюджет плохой, ну это все прекрасно понимают, но тем не менее, думаю, что он будет проголосован, потому что по большому счету альтернативы этому проекту бюджета нет. Да, там не будут большие изменения после, скажем так, первого чтения и тех правок, которые были внесены Кабинетом министров. Хотя у меня лично, например, вызывает удивление там некоторые положения бюджета, и это как раз к вопросу, где взять деньги. Да, у нас не хватает там огромной суммы просто на медицину, но при этом у нас там на 20 миллиардов, почти даже больше, увеличены траты на проект «Большое строительство». На 30% увеличены затраты на офис президента. Ну, смотрите, там затраты на офис президента, там на Министерство внутренних дел и так далее, это все очень неприятно и не сильно этично, ну, скажем так, в контексте кризиса, да, который есть в стране, но там не такие огромные прям суммы фигурируют. А тут вот 20 миллиардов, смотрите, да, при этом у Министерства там образования там больше, по-моему, 4 миллиардов забрали огромные деньги там у Фонда регионального развития, там субвенция образовательная, опять-таки, которая шла там местным бюджетом и так далее. Поэтому деньги, по большому счету, на решение каких-то первоочередных проблем в бюджете есть. Но приоритеты, к огромному сожалению, там расставлены абсолютно неправильно. Но в целом будет очень простая история. Этот проект бюджета проголосуют, а уже в январе, в феврале, ну в феврале точно, в январе может быть там еще, знаете, каникулы, какой-то там локдаун нам обещают и так далее. А вот уже в феврале вернуться к вопросу о секвестре бюджета, начнут носить какие-то изменения, потому что он по многим пунктам он будет просто невыполним. Например, там по приватизации у нас, я не помню, за последние, по-моему, 7-8 лет, ни одного года, хотя когда бы больше, чем на 15 хотя бы процентов выполнили той план, который там заложен. Поэтому провал, скорее всего, будет и здесь. Ну и придется эти деньги искать в каких-то других местах. Ну вот госпожа народный депутат предложила министру поехать и поговорить про реструктуризацию, да, но вместо слова реструктуризация кое-кто упоминает несколько другое слово, например, технический дефолт, о том, что просто отказаться обслуживать там часть какого-то внешнего долга. Но для страны это будет иметь, конечно, катастрофические последствия, потому что нам вообще тогда никто никаких денег не даст, и мы можем забыть о решении каких-то глобальных проблем с помощью наших там западных партнеров. Давайте подключим к нашей беседе сейчас народного депутата Украины «Слуги народа» Павла Фролова. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Павло, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы будете голосовать за доработанный вариант бюджета на 2021 год? Дело в том, что мы не можем не принять бюджет. Там заложены и минимальные стандарты, и поддержка медицины, и поддержка освиты. Поэтому сейчас очень важно за эту неделю доработать его, учесть все противоречия и принять бюджет на следующей пленарной неделе. Ну, вы говорите про образование, а в этом варианте бюджета Министерство образования получает сокращение на 4 миллиарда. Ну, это неправда. Плюс 29 миллиардов 400 тысяч. Это увеличение бюджета по сравнению с бюджетом 2020 года. Скажите, да, там идет речь, у нас была серьезная дискуссия на заседании фракции по поводу 3,9 миллиардов. Ну, все дело в том, что
все дело в том, что как раз вот то повышение, оно было заложено еще премьер-министром Гройсманом, которое мы сейчас не можем выполнить. Буквально уже после выборов президентских, после парламентских выборов, когда оно было достаточно не подкреплено, это решение, абсолютно никакими финансовыми ресурсами. И сейчас, к сожалению, мы не можем. Но премьер и министр финансов пообещали, что будет пересмотр, как только у нас немножко экономика будет давать возможность, то весь плюс пойдет на освиту. Скажите, Это по состоянию, да, по состоянию вот у нас была фракция в среду, и вот сейчас так. А в принципе еще продолжаются дискуссии, бюджетный комитет будет заседать на следующей неделе, скорее всего, и, конечно же, там будут попытки, в том числе и увеличить по сравнению с поданным Кабинетом министров на второе чтение, еще увеличить на освиту, на учителей и на преподавателей. почему под сокращение попало Министерство здравоохранения? Вот если говорить о приоритетах, мы же понимаем, что сейчас основной проблемой в нашей стране номер 1 – это пандемия коронавируса. И тут мы видим сокращение на Министерство здравоохранения почти наполовину. Ну, это какие цифры? Нет, плюс 30 миллиардов на сферу. Ну, смотрите, Степанов говорит о том, что Министерству здравоохранения нужно выделять 300 миллиардов, а в бюджете прописано 156, если я не ошибаюсь. Нет, не 300 миллиардов, это, конечно, где взять? Вопрос же, где взять эти деньги? Да, сегодня на дне правительства министр здравоохранения говорил о том, что да, мы понимаем, что медицина сейчас приняла удар фактически больше всех отраслей. И есть требования, есть посылы министерства поднять зарплату, но сейчас надбавки с 1 сентября получают врачи, средние медицинские работники, младший медицинский персонал получают надбавки. Да, получают всего 20% людей, 300% по ковиду, потому что где-то вот 1/5 часть всех врачей связаны с ковидом. Но будем искать резервы. Дело в том, что да, это 5%, которые заложены в законе в базовом. К ним очень сложно достичь, потому что экономика сейчас упала. Но она упала во всем мире, поэтому где взять деньги? Если будет решение урезать, то, конечно, эти варианты будут рассматриваться. А что делать с дефицитом? Чем его перекрывать? Какие пути видите? Дефицит уменьшен по сравнению с тем первоначальным вариантом до 5,5%. В текущем бюджете 7% дефицит практически, почти 7%. То есть закладывается уменьшение дефицита. Кабинет министров предлагает покрывать это от приватизации, увеличением поступлений от приватизации и внешние и внутренние займы. А если мы не получим очередной транш от МВФ, чего нам ждать? Мы же понимаем, что требования этого МВФ – это разрешение ситуации вокруг Конституционного суда Украины, это антикоррупционная реформа, это судебная реформа, вопросы, которые сейчас зависли. Что делать? Получим мы эти деньги от МВФ? Если не получим, что дальше? Сейчас прогнозы позитивные по поводу продолжения сотрудничества с МВФ. Да, мы ожидаем 1,4 миллиарда долларов от МВФ, и там еще при успешном решении с МВФ еще дополнительные средства от Еврокомиссии, от Мирового банка. Но на сейчас прогнозы позитивные. Да, эти деньги уже, в связи с тем, что там в конце декабря уже западный мир практически там празднует Рождество, и рабочие недели заканчиваются, поэтому мы ждем еще в этом году позитивный сигнал, и в начале следующего года это очень нужно, сейчас в тяжелом условии коронакризиса, очень важно Украине обеспечить продолжение сотрудничества с МВФ.
Переговоры проведены, и даже президент общался с директором-распорядителем. Достаточно позитивные сигналы, и сегодня парламент Украины сделал уже шаг из тех проблем, которые вы только что называли. Мы вернули криминальную уголовную ответственность за обман в декларациях и за недекларирование. Поэтому первый шаг сделан. 11 декабря будет сессия проходить в Венецианской комиссии. Это орган Совета Европы, который авторитетнейший орган, который даст позицию по поводу решения Конституционного суда, насколько она имеет правовые основания. И, соответственно, после 11 декабря в парламенте продолжится уже предметное рассмотрение тех законодательных инициатив по поводу восстановления антикоррупционной инфраструктуры и решения вопросов судом. То есть, так как у нас в стране, вы видите, разные позиции, обратился президент Украины к авторитетному органу, который с точки зрения верховенства права должен дать независимое абсолютно заключение, и на которое, я думаю, что мы будем его возьмем обязательно, как все стороны должны взять его во внимание, это решение Венецианской комиссии. Дякую дуже. Спасибо большое. Павло Фролов, народний депутат України, фракція «Слуга народу», був з нами на прямому зв'язку. Пане Ігоре, що ви поняли? Ну, я понял, что на самом деле у нас все прекрасно. Бюджет гораздо лучше, чем был бюджет в прошлом году. Нету вообще никаких проблем, ну, кроме одной проблемы. Где взять деньги? Ну, вот я, к сожалению, хотел спросить у народного депутата, ну, возможно, она что нас слышит. Сегодня Верховная Рада, по-моему, если не ошибаюсь, да, там проголосовала за дополнительное выделение почти по 100 тысяч гривен на каждого народного депутата, которые они могут распределить между своими помощниками. Вот прекрасный пример того, что у нас медики недополучают огромные просто суммы, и вот эти мифы про 300% доплаты, во-первых, эти 300% не доплачивают даже всем врачам, которые работают с ковидными больными, а если и доплачивают, то преимущественно за счет местных бюджетов. И достаточно выехать хотя бы раз с Киева, поехать по регионам и на самом деле увидеть всю эту ситуацию. Поэтому деньги есть. Вопрос в приоритетах. В приоритетах финансирования там, аппарата Верховной Рады, помощников народных депутатов, выделения себе каких-то премий, там, повышенных зарплат и так далее, и так далее, и так далее. Ну а рассказы о том, что мы на самом деле не уменьшили, увеличили, ну достаточно выйти сегодня на улицу и посмотреть на тех учителей, которые вышли на акцию протеста, потому что им уже второй год именно правительство. И первая Гончарука, и правительство Шмыгаля обещает, что мы обязательно повысим заработную плату, но просто вот у нас никак не получается. Ну а на помощников народных депутатов деньги у нас как бы в бюджете всегда находятся. Поэтому ну, можно, конечно, бесконечно говорить, что там халва, 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 но мы же знаем эту прекрасную восточную народную мудрость, что от этого во рту слаще абсолютно не станет. Да? Есть огромная проблема, и эта проблема не только плохого бюджета, но и в том числе проблема народных депутатов, в первую очередь отмана большинства, которые иногда на камеру говорят, что не, ну все не так хорошо, мы, конечно, против, мы критикуем и так далее, но потом в Верховной Раде они по-быстрячку, извините, за это проголосуют. Почему? Потому что каникулы, надо ехать отдыхать, ну и всю ответственность таким образом переложат на кабинет министров. Вот мы упоминали с вами уже локдаун. Я бы хотела еще эту тему немного обсудить. Верховная Рада Украины сегодня, как стало известно, от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, что, вероятнее всего, локдаун, возможно, будут вводить уже после Нового года с начала января месяца. Вот что он сказал. Сьогодні міністр охорони здоров'я заявив про те, що медична система витримує в грудні навантаження, хоча воно дуже високе і дуже складно працювати медикам. Ми можемо допустити, що впродовж грудня здійснювати посилення карантинних заходів потреби не буде. Действительно, сейчас нет потребности вводить локдаун или есть? Ну, конечно, здесь лучше бы, наверное, на этот вопрос ответил непосредственно медик, да, человек как бы середины системы. Но если мы посмотрим на статистику, мы, по сути, уже потеряли правильное время для введения этого локдауна.
Потому что если мы посмотрим на другие страны, у которых гораздо больше денег, о чем любят постоянно говорить наши народные депутаты от монобольшинства, они этот локдаун уже ввели, и как раз они его заканчивают накануне праздников. Почему? Потому что тогда действительно люди тратят деньги, там бизнес может очень быстро заработать там достаточно хорошие средства, да, которые позволят там пройти вот этот локдаун. Мы это время уже потеряли. Здесь надо было вводить локдаун приблизительно 7 декабря, о чем, кстати, говорили некоторые министры, там, в частности министр внутренних дел, да, а выходить с этого локдауна накануне рождественских праздников. Но поскольку, я так понимаю, сейчас перед господином Степановым, нашим министром здравоохранения, стоит одна очень простая проблема, как удержаться на своем месте. Он нам рассказывает, что у нас статистикой все нормально, она позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее, но если доверие к этой статистике, у меня, например, есть очень большие сомнения. Да, и насколько мне известно, в соответствии со всеми социологическими опросами, большинство граждан не верят тем данным, которые приводит Министерство охраны здоровья. Почему? Потому что у них есть какие-то знакомые родственники, которые попали либо не попали, вот что самое важное, в больнице, потому что в этих больницах просто нету мест. Да? Поэтому усиление карантинных ограничений после Нового года, да, это безусловно нужная мера, которой мы никак не избежим, но мне кажется, что она в принципе уже будет запоздалой, и дай бог, чтобы не произошло никаких форс-мажоров в виде там просто переполненных больниц еще до Нового года, да, потому что время на подготовку оно было утрачено, а сейчас занимается по большому счету какими-то политическими спекуляциями, чтобы просто это все растянуть во времени, и максимально избежать ответственности за те проблемы, которые были созданы. Дуже дякую вам, пане Ігоре. Ігор Рейтерович, політичний оглядач, був з нами на прямому зв'язку. А к нам сейчас присоединяется народный депутат України, фракция «Голос» Юлия Клименко. Пані Юлия, вітаю вас. Витаю, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, сказал, что ситуация с коронавирусом в Украине позволяет не вводить жесткий карантин до конца 2020 года. Действительно ли это так? Ви знаєте, це настільки протирічливі факти, які озвучуються з одної сторони паном Шмигалем, який розповідає, і паном Степановим, який сказав, що 50% лікарень заповнені. З іншої сторони, пан Аваков з того ж уряду, який каже, що треба вводити карантин жорсткий на 3 тижні негайно, тому що немає місць в лікарнях. Воно, чесно кажучи, дуже дивно виглядає. Всередині уряду немає розуміння, чи треба вводити жорсткий карантин чи ні. Я думаю, що насправді час на даний момент втрачений. І сьогодні пан Шмигаль сказав, що карантин буде не раніше січня. Отже, мабуть, вони якось розрахували, що лікарень і ліжко-місць вистачить. Хоча це викликає сумнів, тому що є відгуки з регіонів, що людей реально немає де розмістити. А как вы думаете, наше правительство сегодня себе отдает отчет в том, что количество заразившихся коронавирусом в новогодние праздники и так далее может увеличиться? Не поздно ли будет потом пить боржоми? Знаєте, я думаю, що, по-перше, вони точно збільшаться, тому що люди все рівно будуть ходити до один одного в гості, незалежно від того, чи буде жорсткий карантин, чи ні. По-друге, ми розумієте, що у нас більше 5 мільйонів українців працюють за кордоном. І зазвичай вони приїжджають, починаючи від 24 грудня по 10 січня. Тобто це ті люди, заробітчани, які за кордоном. Так чи інакше вони будуть приїжджати в Україну, якщо не будуть перекриті кордони. Тому вірус буде всередині і він буде мігрувати за кордону також, тому що не всі люди приїдуть здоровими. Также сегодня Верховная Рада приняла законопроект президента Зеленского о единовременной финансовой помощи для украинцев, потерявших часть доходов, бизнесу, который вынужден сокращать расходы на работников. За основу в целом проголосовали, поддержали 297 народных депутатов. За то, чтобы закон немедленно подписал спикер, проголосовали 301 народный депутат. Если я не ошибаюсь, речь идет о 8 тысячах гривен. Правильно, пані Юлі? Так, це 8 тисяч гривень для тих підприємств ФОПів, які фізичних осіб підприємців, які постраждають внаслідок закриття, локдауну і карантину, який уряд збирається вводити. Тобто це в основному там 6 чи 8 видів діяльності, які під це підпадають. Питання в тому, що ця допомога виділена урядом тільки до кінця цього року. Як вони збираються роздати допомогу так швидко, для мене це залишається великим секретом. Вопрос, действительно, у нас до сих пор не принят бюджет на 2021 год. У нас огромный дефицит. Откуда будут брать деньги?
Ну, ви знаєте, я чесно вам навіть не уявляю, звідки вони будуть брати гроші, тому що у нас насправді дійсно багато неплатежів і, можливо, які там не будуть здійснюватися платежі, будуть здійснюватися платежі незахищені статті, і що захищені статті будуть виплачуватися, але в принципі, чесно кажучи, навіть фізично я не уявляю, як можна видати людям 14 мільярдів за ті 3 тижні, які залишились до Нового року. Ну, навіть якщо б гроші були, це зробити практично неможливо. Когда, вероятнее всего, Верховная Рада Украины примет бюджет на 2021 год? Ну, у нас залишився 1 тиждень. Це десь з 13 по 20, вірніше, з 12 по 19 у нас цей тиждень робочий. І це єдиний тиждень, коли можна прийняти бюджет, або треба робити позачергову сесію і приймати бюджет. Я сподіваюся, що все-таки бюджет буде прийнятий в грудні, тому що залишати країну в січні без бюджету і, відповідно, без витрат буде дуже проблематично, особливо в умовах війни, агресії Росії, а також коронавірусу. Це абсолютно безвідповідально. Дякую дуже. Чухсагу. У нас Юлія Клименко, народный депутат Украины, фракція «Голос», была з нами на прямом зв'язку. А я хочу перейти к следующей теме, к Соединенным Штатам Америки. Там действующий президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на оборонный бюджет страны. Он включает в себя, в частности, санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Об этом Трамп написал на своей странице Twitter. Он заявил, что не будет аудитировать оборонный бюджет, если из него уберут статью, которая освобождает от ответственности онлайн-ресурсы за содержание комментариев пользователей. Дуже сумно для нашої нації, але, схоже, сенатор Джим Інгоф не буде включати пункт про припинення дії статті 230 до законопроекту про оборону. Так погано для нашої національної безпеки і чесності виборів. Напомню, ранее Палата представителей и Сенат американского Конгресса согласовали и внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, которые предусматривают ужесточение санкций против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Пане Ігорю, чуєте? Вітаю вас ще раз. Так, витаю. Да, по поводу «Северного потока-2» мы видим, как Дональд Трамп сейчас говорит о том, что он может наложить вето на оборонный бюджет США, в котором предусмотрены санкции. Что это будет означать? Ну, на самом деле, это очень плохая история, и, к сожалению, тут речь идет не столько даже о внешней политике, сколько о внутриполитических проблемах, которые есть в Соединенных Штатах. Да? То есть Трамп здесь преследует уже какие-то тактические, ситуативные для себя цели в плане там, мобилизации электората, ну, возможного там еще, знаете, подведения итогов как бы этой президентской кампании, какая-то надежда у него там еще на суды, на Верховный суд в том числе остается. Но в плане, если этот бюджет будет заветирован, ну, конечно, это, я думаю, ускорит строительство этого Северного потока непосредственно скажем так, введение его уже в непосредственное производство, ну и в принципе покажет там, тем странам, которые, знаете, с опаской пока смотрели на этот проект, что нету там ничего такого страшного, потому что те же Соединенные Штаты, которые ранее через вот эти механизмы санкций давили в принципе, на принятие этих решений, ну, сейчас как бы от этого процесса могут самоустраниться. Но я все-таки верю, что Германия все же всячески попытается достроить «Северный поток-2», несмотря ни на что, несмотря даже на уже существующие и действующие санкции США. Германия, к сожалению, это будет делать даже вопреки, если там эти санкции будут приняты, если даже они будут ужесточены, Германия будет доводить до логического завершения этот проект. Но понимаете, тут же не только все от Германии зависит. Тут как бы позиция других стран и Европейского Союза в целом, она тоже важна. Поэтому я не исключаю, что в случае окончательного уже изменения, скажем так, власти в Соединенных Штатах Америки, да, ситуация может несколько измениться. Почему? Потому что, с одной стороны, смотрите, с одной стороны, санкции останутся, и скорее всего, они станут даже более жесткими. Но при этом тот же Байден, ну, он, мне кажется, будет гораздо более лояльно общаться с Европейским Союзом, а не так, как это делал Трамп, да, который говорил, что, ну, мне абсолютно все равно, что вы там думаете, вот мы будем делать именно так, да. То есть, возможно, будет предложена какая-то альтернатива, которая выгодна будет и Европейскому Союзу, и Соединенным Штатам, но она будет невыгодна для тех газопроводов, которые строит Российская Федерация. Вот здесь для Украины может открыться определенное как бы окно возможностей,
Но опять-таки, к огромному сожалению, это проект не ближайших месяцев. Скорее всего, это затянется и затянется минимум до середины следующего года, поскольку процесс там трансфера власти, принятия каких-то решений, подписания или переподписания как бы этого бюджета, он может затянуться. Но Германия, да, Германия занимает очень простую позицию. В контексте одних санкций мы Украину поддерживаем против России, в контексте чистой экономики мы как бы за те проекты, которые нам приносят ресурсы, которые нам приносят как бы доход, и они будут делать все для того, чтобы их достроить. Здесь, хотим мы этого либо не хотим, нам очень сложно будет что-то изменить, поскольку время уже потеряно, и, ну, понимаете, это такой вопрос, в котором Украине крайне сложно играть какую-то субъектную роль. Да? Тут мы вынуждены просто реагировать уже по фактам на то, что будет происходить. Ну а тем не менее, вот как вы считаете, с приходом Джозефа Байдена в администрацию президента Соединенных Штатов, вот капитализация наших чаяний и надежд, она как-то выросла? Ну, она сейчас растет, и я думаю, что Украина, в принципе, по крайней мере, в ближайший там год может рассчитывать на изменение американской политики по отношению к Российской Федерации, на изменение американской политики по отношению к Украине. В этой ситуации что важно сделать? Вы знаете, чего не произошло там в первые там полгода, год президентства, например, Трампа. Да? Нам важно иметь свою стратегию, свой план, свой перечень вопросов, которые мы хотим задать, на которые мы хотим получить ответы, ну и быть готовыми к соответствующим вопросам, да, которые будут задавать нам. Если этот план будет разработан, насколько мне известно, работа сейчас над ним уже началась, и дипломаты достаточно активно работают, тогда мы можем очень быстро наладить взаимовыгодные отношения с новой администрацией, ну и сделать все для того, чтобы расширить участие и роль Соединенных Штатов в решении тех проблем, которые есть у Украины, в первую очередь с Российской Федерацией. Я думаю, с внутренними проблемами своими мы как-то сами разберемся, а вот в плане давления на Российскую Федерацию здесь позиция Штатов, конечно, является определяющей. Ну вот в плане давления мы понимаем, что есть две основные санкции, которые эффективно бы ударили по экономике России. Это полное эмбарго на нефть и отключение России от международной финансовой системы SWIFT. И вы, наверное, слышали недавнее заявление министра иностранных дел России Лаврова, который сказал, что России нужно создавать свой новый SWIFT. Это какой-то сигнал? Ну, это сигнал тому, что они считают достаточно вероятным подобный сценарий и где-то к нему готовятся. Ну, с другой стороны, они никогда ничего подобного не создадут. Это, знаете, они там даже свой интернет пытались когда-то создать отдельный российский. Все это закончилось огромным количеством мемов, в первую очередь для самих российских граждан. Да? Поэтому это больше разговоры. Там, ну, то есть там реально думают, что с приходом Джозефа Байдена могут быть введены вот подобные радикальные санкции в отношении России? Я думаю, что они не исключают подобного развития ситуации. Вот смотрите, в России буквально пару дней назад, если не ошибаюсь, была принята какая-то новая там военная доктрина на 5 лет, часть которой просто засекречена. И она, скорее всего, касается информационного, финансового и других видов взаимодействия. И один из подобных сценариев, он там есть. Плюс мы же не знаем, как Россия в ближайшее время себя будет вести. Я, например, далеко не уверен, что она не будет проводить агрессивную политику на постсоветском пространстве. И, соответственно, она готовится к каким-то дополнительным санкциям, которые могут быть на нее наложены со стороны международных организаций и вообще международного сообщества. Насколько это реалистично? Ну, это пока вопрос открытый, да. Но я думаю, что политика администрации Байдена, она будет отличаться от политики администрации Трампа, и она будет отличаться в лучшую сторону, в первую очередь для Украины. В принципе, это все, что нас должно по состоянию на сегодня интересовать. Дякую дуже. Чув у нас, пане Ігоре. Ігор Рейтерович був з нами на прямому зв'язку, політолог. Ну а я вынуждена с вами попрощаться. Мы прощаемся ненадолго, всего лишь на 5 минут. Далее эфир информационно-аналитической программы мы уже продолжим на крымско-татарском языке. Не переключайтесь. Коршкевич.